Здравствуйте, это программа «Интервью дня». 80 лет назад Тувинская Народная Республика добровольно вошла в состав Советского Союза. Об этом историческом событии нам расскажет гость нашей программы. Директор Национального архива Тувы Белекма Владимировна Мунге. Здравствуйте. Добрый день. И первый вопрос. До 1944 года Тува была ли в составе СССР? Тувинская Народная Республика до 1944 года, она не была в составе России, но она в 1914 году попросила, чтобы Россия, Царская империя, взяла ее под протекторат. И в 1921 году она уже стала независимым государством, и до 1944 года она была в тесном сотрудничестве с Советским Союзом. Когда Тува вошла в СССР? Тува вошла в 1944 году, но путь к воссоединению с Советским Союзом был долгим. На самом деле Россия очень помогала в социально-экономическом, в культурном плане новому государству и помогла буквально из феодализма попасть в капитализм. И первые попытки, уже не первые, наверное, были в апреле 1941 года, когда Центральный комитет Тувинской народной партии обратился в руководство Советской России, чтобы они приняли в состав Советского Союза. Но через 2 месяца началась война, и этот вопрос был отложен. Потом уже 3 апреля генеральный секретарь Тувинской партии Салчак Калпакарюкович Тока обратился опять к этим вопросам, и ответ дали в августе месяце. И получается, что в 1944 году Тува вошла в состав России. Когда была принята декларация о вхождении ТНР в состав Союза Советских Социалистических Республик? Сначала 16 августа 1944 года состоялась чрезвычайная сессия, 7-я сессия Малого Хурала трудящихся СССР. Там помимо руководящего состава республики было более 100 представителей со всех кожунов молодой республики. И они изъявили горячее желание подать уже повторно декларацию. И вот 16 августа они подали декларацию, чтобы президиум Малого Хурала Тувинской Народной Республики поехал в Москву и все-таки получил вот это вот согласие Советского Союза. Как избирался состав делегации и кто поехал в Москву? Изначально из архивных документов мы видим, что состав делегации очень проходил тщательную проверку. В нем было 18 человек. Это были все очень выдающиеся политики, также представители всех отраслей хозяйства. В них были даже простые доярки, которым удалось добиться очень хороших результатов. Там также были простые ораты, а также те, кто перевыполнял план, кто очень хорошо собирал вот подарки для нашей Красной Армии. Из 18 человек в конце концов отобрали 3. Это вот генеральный секретарь Салчак Калпакарюкович Тока, а также Оржак Лапсанчап, арат-скотовод, который трудился из Сумона, Баянтала. Он был председателем президиума Малого Хурала. И так как он тоже внес очень большую лепту в помощь советской армии, он большую половину своего скота, своего хозяйства отдал на помощь армии. И он тоже был как раз в составе, избран в состав этой комиссии. Также был Сарыхдонгак Чимба. Он был председателем Совета министров, потом уже министром иностранных дел. И уже полностью владел этим вопросом и был 3-м участником этой комиссии. Когда состоялась встреча первых людей 2 стран по данному вопросу? 11 октября 1944 года из Тувы выехала, в сентябре месяце выехала комиссия во главе с Салчаком Калпакарюковичем Тока. И они были на встрече, которую вел Калинин.
В этот момент описывает в своих воспоминаниях Оржак Лапцанчап. Он говорит, что рядом с нами сидел Семен Михайлович Буденный, прославленный герой 2 великих войн. Поглядел я на него, и у него на груди ордена, как небесные звезды, а усы похожи на распластанные крылья парящего орла. Еще в президиуме были товарищи Кусинен, Шкирятов, Горкин и другие. И наш руководитель Сальчак Калбакарекович Тока прочитал декларацию 7-го малого хурала. Слова его звучали торжественно и вдохновенно. Голос лился свободно. Внимательно, молча слушали его члены президиума, не пропустили ни одного слова из послания тувинского народа своим братьям, народам СССР. И принимая нашу декларацию, Михаил Иванович, словно отец родного сына, обнял и поцеловал представителя тувинского народа. Ни вопросов, ни выступлений не было. Так это и состоялось. Как мы знаем, указ о принятии ТНР в состав СССР вышел сразу же? Да, вышел сразу, и 11 октября был издан указ о принятии Тувинской Народной Республики в состав Союза Советских Социалистических Республик, который гласил: Президиум Верховного Совета СССР, рассмотрев просьбу малого хурала трудящихся ТНР в состав Советского Союза, постановляет удовлетворить просьбу хурала трудящихся Тувинской Народной Республики и принять Тувинскую Народную Республику в состав Союза Советских Социалистических Республик. В свою очередь, Президиум Верховного Совета РСФСР принял в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР указ о принятии ТНР в состав Российской Федерации на правах автономной области с непосредственным подчинением республиканским органам. Да, любое историческое событие, которое происходило в те времена, оно не остается без внимания. И на вступление Тувы в состав СССР внимание обратили не только другие страны, да, но также и политические деятели, деятели искусства, культуры. И о вступлении Тувинской Народной Республики в состав СССР писали очень многие наши композиторы, писатели. В Национальном архиве хранится письмо от советского уже тувинского народа Сталину, в котором они описывали то, что как республика была в феодальное время и что с ней стало, как она расцвела, как она в социально-экономическом, культурном отношении была уже совершенно другой, свободной, цветущей. И есть также стихотворения, которые посвящены именно вот этому событию. Расскажите, пожалуйста, какие у вас планы к предстоящему юбилею в этом году? В этом году Национальный архив республики готовит выставку, которая покажет все те события, которые происходили 80 лет назад, покажет все исторические документы, снимет какие-то видеоролики. И мы с этой выставкой можем посетить все наши кажуны, показать ее нашим школьникам, студентам, всем, кто желает. А также мы в этом году тоже собрали очень много исторических документов, которые были до этого не освещены. И мы опубликуем все это на нашем сайте и в наших страничках в сети интернет. Как долго собирали всю информацию? Насколько я знаю, вы сделали фильм. Да, одним из таких исторических событий в 1944 году также возвратилась наша героическая кавалерийская бригада тувинских добровольцев. Они в 1943 году 20 мая выезжали, но через год было принято решение, чтобы отправить кавалерийский эскадрон обратно на свою родину. И как раз мы эти моменты запечатлели, и мы хотим показать те исторические моменты, то есть историческую реконструкцию, как это было, как мы провожали своих героев. Для подрастающего поколения это будет очень таким патриотическим уроком воспитания мужества и героизма. Потому что сам наш президент говорил, что мы поколение победителей, и мы должны защищать свою историческую память. Беликма Владимировна, спасибо, что пришли к нам в студию и рассказали полезную и нужную информацию. А я напоминаю, что у нас был в гостях директор Национального архива Тувы Беликма Владимировна Мунге. Вам спасибо и всего хорошего. До свидания.